По сложившейся традиции, за несколько часов до открытия фестиваля народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава вместе с друзьями фестиваля высадила сакуру на столичной набережной. Одно из деревьев посадил заслуженный артист России и удостоенный несколькими часами ранее звания народный артист Абхазии оперный исполнитель Ильдар Абдразаков. Другое – сама оперная дива с меценатом, давним другом фестиваля Николаем Ачба. Незадолго до начала концерта Хибла Герзмава ответила на вопросы журналистов. Я с удовольствием пригласила Мариинский театр. Жаль, что Валерий Бесалович не смог к нам присоединиться, он плохо себя чувствует. Но они впервые здесь. Это оркестр Мариинского театра, театр Мариинский, солисты Мариинского театра, лауреаты моего конкурса вокалистов и концертмейстеров, которые уже солисты Мариинского театра. И это все очень соединяется в очень красивую энергию, поэтому я думаю, что сегодня будет все прекрасно. Приезд художественного руководителя Мариинского театра, генерального директора Большого театра маэстро Валерия Гергиева широко анонсировался, но дирижировал в этот вечер заслуженный артист России Антон Гришанин. Валерий Гергиев записал видеообращение. Я нахожусь в стенах Мариинского театра в Санкт-Петербурге и рассчитывал буквально в ближайшие несколько десятков часов вылететь на Сочи и затем дать концерт в Абхазии. Думаю, что это планировался концерт в Сухуми. Я помню выступление свои на Пицунде, бывал я в Гудаутах, бывал в Гаграх. К сожалению, я недавно побывал в Суздале на праздновании тысячелетия этого старейшего русского города. Вот, и простудился настолько, что я не смогу лететь в эти дни, к сожалению. Хочу передать, с одной стороны, слова огромного сожаления и даже извинений. Не смог я сохранить вот так свою форму, подойти здоровым к этой долгожданной акции. Я очень рассчитывал выступить. Президент России Владимир Путин направил приветственный адрес гостям и участникам фестиваля. Его огласил посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Отрадно, что, сохраняя свои традиции, неформальную, вдохновляющую атмосферу, ваш замечательный форум с каждым годом расширяет творческие и географические границы, обогащает культурную жизнь нашей страны и ряда зарубежных государств. Центром нынешнего музыкального праздника вновь станет столица Абхазии, гостеприимный Сухум. Уверен, что форум пройдет на высоком уровне, оставит добрые, незабываемые впечатления, будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества. Желаю вам успехов и самых добрых впечатлений. В программе вечера арии из всемирно известных оперных произведений, таких как «Сивильский цирюльник», «Манон», Евгений Онегин, «Тоска» и другие. Впервые в фестивале принимают участие лауреаты международного конкурса вокалистов и концертмейстеров, который Хибла Герзмава учредила в 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вячеслав Васильев, баритон, лауреат первой премии, исполнил каватину «Фигаро», куплеты «Эскамильо» из оперы «Кармен» и вместе с Хиблой Герзмава дуэт Леоноры и графа Ди Луны из оперы «Трубадур». Другой лауреат конкурса Екатерина Савенкова исполнила гавот из оперы «Манон» и арию главной героини из «Руслана и Людмилы». Мои впечатления об Абхазии сложились уже очень давно, когда я сюда приезжала просто отдыхать, посетить различные города. Я здесь была почти, наверное, в таких туристических точках, наверное, во всех. Вот, мне здесь очень нравится вот эта природа такая необычная. Даже вот из Сочи, когда сюда выезжаешь, кажется, что как будто бы природа немного меняется. Раньше я всегда летом, когда была, видела вот эти афиши фестиваля Хибла Герзмава приглашает, и думала, когда же вот меня пригласят, наконец-то моя мечта сбылась. Арию «Принцессы де Буйон» из оперы Адриана Лекуврер исполнила солистка Мариинского театра Зинаида Царенко, еще одна дебютантка фестиваля. С Хиблой Герзмавой ее связывает невероятная история преемственности.
Зинаида Царенко – это гран-при конкурса Чайковского, 17-го конкурса Чайковского, где я была председателем жюри. Жюри – это немного такая очень интересная история, связана с конкурсом Чайковского, 10-й юбилейный, там, где я была в истории конкурса Чайковского, первая гран-при. А здесь Зинаида Царенко, которой я как бы передала вот ту эстафету, да, Елены Васильевны Образцовой, которая когда-то мне отдала свою премию мне, да. И здесь сейчас вот такая история происходит. Меззо-сопрано, прекрасная, талантливая девочка, с которой мы сегодня будем петь Адриану Лекуврер. В этот вечер на Сухумской сцене звучали арии в исполнении Сергея Скорохода, солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Башкортостана, а также всемирно известный бас, заслуженный артист России и народный артист Абхазии Ильдар Абдразаков. Когда начался дождь, конферансье Юлиан Макаров обратился к залу с предложением сократить концерт. Аплодисментами зрители проголосовали за полноценную программу. И часть концерта, более 1000 человек, слушали под дождем. Мой дорогой, любимый народ, все-таки пошел дождь, я к вам даже под дождем буду петь. Сыграйте, пожалуйста, мне очень красивое произведение. Раз вы под дождем, значит и я под дождем. Завершился концерт шлягером «Подмосковные вечера». Хибла Герзмава пригласила на сцену президента Всероссийской Федерации художественной гимнастики и главного тренера сборной России Ирину Винер, которая наслаждалась концертом в первом ряду. На этом торжественное открытие 22-го музыкального фестиваля подошло к концу, но сам фестиваль только начинается. Впереди концерты в Пицунском храме, в Абхазском театре и впервые у Бедийского собора. В этом году фестиваль посвящен 75-летию со дня рождения Сергея Багапш и 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия. Надежда Боровикова, Сосрыху Агуха, Абаза ТВ.